Нармин, что в Чеченской Республике вам нравится больше всего? На самом деле в Чеченской Республике очень сложно найти моменты, которые бы мне не нравились. С самого первого визита сюда я чувствую себя здесь как дома. И эти ощущения вызывают немногие места в мире, где я часто бываю. Я очень много путешествую, очень много в командировки выезжаю и достаточно интенсивно. Но вот этого ощущения, когда ты приезжаешь сюда и не хочешь отсюда уезжать, это место действительно вызывает именно такие чувства. Мне нравятся люди, мне нравятся улицы, по которым я гуляю, мне нравится динамика развития республики, мне нравится вдохновение, которым может зарядить эта республика и люди вокруг. И мне кажется, что главный секрет – это как раз люди. И если с точки зрения бизнеса, с точки зрения меня как профессионала смотреть, я с удовольствием наблюдаю за тем, как динамично развивается регион, как динамично развивается Чеченская Республика и задает такую планку для развития всего Северо-Кавказского региона, Большого Юга Российской Федерации. Нармин, давайте поговорим о работе. Вы являетесь сооснователем и президентом группы компаний Ванди Групп. Что стало предпосылкой для создания этой компании? Я не могу сказать, что бренды, с которыми я работала, они были абсолютно противоречащими моим убеждениям, но тем не менее я ощущала, что мне хочется сделать что-то полезное именно для развития индустрии, в которой так нуждаются все практикующие мусульмане. Это было уже 12-13 лет назад. И сейчас, наверное, тем, кто уже родился чуть попозже, чем я, и помладше, наверное, они даже не помнят вот ту реальность, тот контекст, в котором существовали тогда практикующие мусульмане. Это было полное отсутствие любой инфраструктуры, индустрии, даже намека. В больших городах, в Москве в частности, в Санкт-Петербурге, даже просто, чтобы найти халяльные продукты, это нужно было просто целую спецоперацию проводить, чтобы комфортно сделать закупку элементарно продуктов домой. Не говоря уже об одежде, о ее поисках тщетных и в целом какого-то комфортного досуга для себя, для своей семьи. И тогда я поняла, что та профессиональная практика, которую я наработала до этого момента, она может быть направлена на то, чтобы помочь развиваться этой индустрии. И так и появилась компания Ванди Групп. Нармин, давайте поговорим про маркет Ванди Базар. Он пользуется большой популярностью среди жителей Чеченской Республики. И можете рассказать о том, с какими сложностями вы столкнулись при реализации данного проекта? Маркет Ванди Базар – это наш самый, наверное, узнаваемый проект на мировом рынке. Этот проект родился также из необходимости продолжать делиться информацией о наших брендах для широкой аудитории. На тот момент, это было 12 лет назад, в России начали набирать популярность как раз форматы дизайн-маркетов, где талантливые дизайнеры с непопулярными брендами, не глобальными брендами собирались в каких-то классных местах или популярных торговых центрах, или в модных лофтах и знакомили со своей продукцией, со своими брендами. Мы понимали, что на тот момент в нашей компании уже были клиенты, бренды одежды талантливые, косметики, украшений, парфюмерии, с которыми мы хотели бы познакомить широкую аудиторию. И мы попробовали поучаствовать именно в этих дизайн-маркетах, уже популярных в Москве. Мы понимали, что аудитория абсолютно не подготовлена, когда они приходят на маркет, где они ожидают увидеть такую хипстерскую субкультуру. И тут внезапно несколько брендов, которые представляют совершенно иной концепт, несут другие ценности. Не то чтобы мы сталкивались с негативом, но мы не готовили людей вообще ко встрече с этими брендами никак. Мы поняли, что у нас нет никакого другого варианта, кроме как создать собственные маркеты. И так получилось, что мы стали первооткрывателями в этой нише и организовали первый подобный формат, где объединили именно бренды, созданные мусульманами. Со временем бренд маркетов развивался, аудитория расширялась, и к нам присоединились уже не только бренды, созданные мусульманами, но и бренды, которые созданы людьми других конфессий, или людей, которые вообще не причисляют себя к каким-либо конфессиям, но их ценности абсолютно совпадают с нашими. Нармин, в этом году Ванди Базар проходил на Центральной площади в Грозном в начале мая. А в чем были главные особенности этого фестиваля? Самой главной особенностью этого фестиваля было его размещение в сердце нашей любимой республики, в его масштабах
И, конечно же, в том, что для нас было очень важно, чтобы это событие стало неким признанием в любви Чеченской Республики, данью уважением к локальным предпринимателям и для того, чтобы закрепить за Чеченской Республикой статус новой столицы, нового центра развития отношений России и исламского мира. В этом году действительно в республику с нами вместе приехали ряд стран, в том числе это был Кыргызстан, Казахстан, Грузия, Палестина, Ливан. Нармин, как сегодня выглядит компания Vanzi Group и какие проекты вы планируете реализовывать в дальнейшем? На текущий момент ключевыми проектами, которые входят в группу компаний, является Vanzi Bureau. Это наше агентство, которое занимается непосредственно развитием брендов и бизнесов, оказывает услуги, можно сказать, 360 в области роста бизнеса. Это Vanzi Bazaar, про который знает широкая аудитория, это наш фестивальный проект. Vanzi Академия – это наш образовательный проект, где мы делимся нашей уникальной экспертизой, наработанной за эти 15 лет. И мы очень гордимся тем, что у нас есть академические знания, все наши преподаватели – это не просто топовые практикующие специалисты, это специалисты, у которых есть академические базовые знания, полученные именно в формате высшего образования и научных степеней. И для меня, как для человека того поколения, это очень важно, потому что я считаю, что формат такого фастфуд образования в социальных сетях, на информационных платформах, он очень обесценивает вот тот самый фундамент, на котором и строится структура бизнеса, его потенциал и возможности для развития и новых каких-то идей, которые будут не просто креативом ради креатива, а именно будут приносить пользу для проекта. А когда вы сюда приехали в первый раз, что вас больше всего удивило в традициях и обычаях чеченского народа? Я помню, что больше всего меня поразило ощущение абсолютной безопасности, когда я впервые побывала в Грозном. Я даже не могу это передать. Ощущение, что ты находишься в каком-то ватном коконе и не переживаешь ни за что. После жизни, многих лет жизни в больших мегаполисах, это, наверное, такое давно забытое ощущение из детства. Это ощущение, которое складывается из мелочей, от того, как себя ведут люди, от того, как они разговаривают друг с другом, от того, как они разговаривают с тобой, на какой комфортной дистанции друг от друга они держатся. Ну, наверное, это все очень сложно описать словами. Это вот именно то ощущение, которое со мной осталось на долгие годы и по-прежнему, приезжая в республику и только спускаясь с трапа самолета, это ощущение накатывает и не оставляет тебя. Что касается традиций, наверное, самое мое яркое впечатление было от свадьбы, когда мы забрали невесту. Мы были на свадьбе со стороны жениха, и мы забрали невесту, и в кортеже, находясь в кортеже, мы уже подъезжали к месту, где должна была проходить свадьба, я увидела всадника с белым платком. Я держалась все время, когда плакали сестры, когда провожали невесту, когда мы ее забирали, садили в машину, я сдерживала эмоции как могла, но когда я увидела этого всадника с платком, я не могла остановить слезы, плакала, пока не началась официальная часть. Я не знаю, как это объяснить, это так трогательно, и это такая, опять же, возможно, это мелочь для кого-то, но для меня поразило, как это... Очень красивая традиция. Это очень красиво, это очень впечатляюще, и это настолько бережно сохраненная традиция. Нармин, я бы хотела поговорить с вами на тему религии. Почему и когда вы решили принять ислам? И как это повлияло на вас? Точка осознания произошла, когда я увлеклась квантовой физикой. Конечно, это было на уровне такого научпопа, и, наверное, это очень поверхностно для тех людей, которые глубоко занимаются этим как наукой, но, тем не менее, когда я какое-то время погрузилась в эту тему, на том уровне, на котором смогла вообще осознать эту науку, мой пазл сложился. И я поняла, что все то, что я знаю про ислам, после нескольких лет изучения этой религии с научной точки зрения, это очень складывается в ту картину мира, которую описывает наука на уровне квантовой физики. И для меня это был тот самый понятный для моего мозга на тот момент язык.
который мне помог осознать те вещи, которые находились на уровне просто знания. И мне это помогло прийти на уровень понимания и принять для себя необходимость религиозной практики. Даже слово «необходимость», наверное, звучит как какой-то момент вынуждения, но нет, это было не так. Это была не необходимость, а, наверное, желание, стремление и понимание, что вот в этом мне будет спокойно и правильно дальше жить и развиваться как личность. Нармин, а как на эту новость отреагировала ваша семья, ваши друзья, коллеги? Не было ли возмущений каких-то, негативной реакции или же только положительной реакции? Ну, я не могу сказать, что для семьи это не было новостью, да, чем-то неожиданным, но тем не менее я была взрослым человеком, я не была подростком, да, который склонный к каким-то радикальным решениям эмоциональным. Это был абсолютно осознанный шаг взрослого человека, и я к этому шла достаточно долго. И я не могу сказать, что в моей жизни что-то резко изменилось. Мой образ жизни никогда не был каким-то супер радикально противоположным тем ценностям, которые, в общем-то, близки для всех практикующих мусульман. Поэтому, наверное, максимум, что сильно визуально изменилось, это мой внешний вид. Поэтому я не думаю, что это был супер какой-то стресс или шок для тех людей, которые знают меня близко. И мои друзья, мои коллеги по-прежнему через года мы пронесли дружбу, в наших отношениях ничего не изменилось. Возможно, изменилось только в лучшую сторону, потому что есть возможность на каком-то новом уровне общаться, делиться какой-то новой информацией, говорить на какие-то более глубокие темы, чем мы могли говорить раньше. Больше ничего не изменилось. Все изменилось только к лучшему. Нармин, мы как раз-таки с вами затронули тему внешнего вида. Как вы пришли к тому, что необходимо покрыться? Как вы пришли к хиджабу? Это было тоже решение, к которому я не вынуждала ни сама себя, не было никакого внешнего давления со стороны. Просто в один момент я всегда носила с собой в офис, я всегда уже ходила в длинном, у меня были длинные платья, но не было платка на голове. Но он всегда был со мной для того, чтобы прочитать молитву. И в один из дней я просто решила, что я не хочу его снимать, что мне так комфортнее, мне так комфортнее. Вот. Я думаю, что это самый правильный ответ на вопрос. Для меня это было абсолютно логичным продолжением меня, и это так произошло, в общем-то, спонтанно. Я к этому не готовилась, не ставила себе план, что вот я сделаю то-то, а потом я покроюсь, или пройдет какое-то время, я покроюсь. Я просто оставила это решение на естественное течение вещей, на естественное течение времени. То есть это не было каким-то решением заранее запланированным, это было естественным решением в моменте. И вот с тех пор я с ним не расстаюсь. А вы покрылись, проживая в Москве, да? Да. Не было ли отрицательной реакции в общественных местах? Я слышала, что многие недовольны, когда видят женщину в хиджабе, потому что там представители разных конфессий на самом деле проживают. И не было ли какой-то негативной реакции со стороны окружающих? Нет, никогда в жизни за все почти 13 лет в таком моем каноническом, можно сказать, дресс-коде ни разу не сталкивалась ни с какой негативной реакцией ни от окружающих, ни от посторонних, ни от близких. Максимум, что это могли быть вопросы от кого-то, но это были всегда очень деликатные вопросы, и не могу вспомнить ни одного случая. Я знаю, что это, возможно, исключение, потому что я не отрицаю того, что есть, по-прежнему сохранилась какая-то часть людей, которые подвержены исламофобии, но я очень часто выступаю на таких мотивационных мероприятиях для девушек, и я всегда не устаю говорить о том, что не нужно это воспринимать лично на себя, или не нужно воспринимать этот негатив как негатив к религии, потому что люди, которые этот негатив способны извергнуть постороннему человеку, это люди, которым не важно к чему придираться. Вот если они встретят в метро девушку в слишком короткой юбке, они будут придираться к ней. Если они встретят в метро девушку с пирсингом, они будут придираться к ней. Они встретят в метро человека другой кожи, они найдут, что сказать ему, отправить его домой или там как-нибудь съязвить. А если они встретят девушку в платке, они тоже могут что-то подобное сказать.
Это просто какая-то боль человека и страх человека, и это все происходит от незнания. То, что у людей вызывает негатив, это то, что вызывает страх. Вот таким образом они реагируют на тот страх, который сидит внутри своего сердца. И наша задача сделать так, чтобы этого страха стало меньше. А что пугает людей в основном? Пугает то, о чем они не знают. И именно поэтому наша задача продолжать быть открытыми этому миру, делиться своими ценностями. Нармин, я знаю, что многие предприниматели сталкиваются с такой проблемой, как эмоциональное выгорание. Сталкивались ли вы с этим и как вы преодолели это состояние? Я сталкиваюсь с этим регулярно, буквально каждый вечер. Я думаю, что это неизбежно. К сожалению, сейчас в эпоху общедоступной информации и психологических терминов мы очень часто вешаем на себя клише и практически ставим себе безнадежные диагнозы, в том числе в области ментального здоровья. Я считаю, что это абсолютно нормально. И этот вопрос ответственности, каждый из нас человек, мы устаем, мы разочаровываемся, мы берем на себя больше, чем мы можем взять. Это опыт. Из любого негативного опыта нужно просто уметь силы найти позитивный исход, да, не повторять этих ошибок, бережнее к себе относиться, принимать более рациональные решения и смириться с тем, что ту картинку, которую мы сейчас видим в историях успеха, в социальных сетях, в медиа, это картинка. Даже когда предприниматели глобальной корпорации делятся с нами негативным опытом, это все равно лишь часть правды. Мы должны это понимать и понимать в том, что у каждого свой путь. Нармин, давайте поговорим о семье. Что для вас значит семья? Как она вас поддерживает? Я думаю, что семья для каждого человека – это фундамент, на котором строится вся его жизнь. Мне очень сложно представить, как я бы развивалась, как бы я чувствовала опору, поддержку, где бы я черпала силы, если бы у меня не было такой поддержки семьи. Конечно, семья начинается в первую очередь в семье, где ты родился, где тебе дали воспитание, образование, вложили в тебя те ценности, которые ты дальше несешь в этот мир, в том числе в свою профессию, и в том числе в свою семью, уже вновь созданную, в своих детей. И для меня это, наверное, это поддержка, это фундамент, крылья за спиной. И даже мои дети, которые живут с мамой просто на работе с самого рождения, они оказывают мне колоссальную поддержку. Мне кажется, никто так в меня не верит, как мои дети. Никто так не вовлечен вообще в процессы. Я помню, когда я выступала на большом форуме в Казани, моей старшей дочке тогда было 3 года, и она сидела на первых рядах в зале, наполненном делегатами со всех стран мира, и с таким умным и восторженным видом меня слушала, что у меня пропало все волнение, хотя я очень переживала, и нужно было говорить на хорошем английском, а когда публичное выступление, ты забываешь вообще все языки мира, даже родной, не то что свой неродной язык. И поэтому я думаю, что семья – это самый главный источник твоей опоры, вдохновения. Огромное количество проектов в моей жизни, именно рабочих проектов, было рождено, потому что я вдохновлялась своими детьми, своей семьей, потребностями своих детей. Ну и, конечно, думаю, каждому из нас хочется строить новый, лучший мир, в котором мы оставим детей своих и своих потомков, и это моя самая главная мотивация. При любом эмоциональном выгорании я знаю, что все, что я делаю, это больше, чем бизнес, это больше, чем работа, и я сделаю максимум для того, чтобы этот мир стал лучше. Нармин, а как вам удается совмещать личную жизнь и работу? Это еще один сложный вопрос, в котором я вряд ли выступлю экспертом. Я не рекомендую делать так никому, но у меня не было ни одного декретного отпуска. Продолжала работать вплоть до рождения детей, начинала работать через несколько часов после рождения детей. Но это моя особенность. Наверное, это какая-то крайняя степень трудоголизма. И, пожалуй, многие психологи поставили бы мне диагноз и штамп. Но я не считаю, что есть вообще правильный рецепт. Я считаю, что женщина, погруженная в воспитание детей, особенно если их несколько, это уже человек, которому можно выдавать трудовой орден, потому что это очень тяжелая работа. И, возможно, мамам, которые работают и не просто проводят время в воспитании детей и в быту, им даже легче, потому что есть возможность разгрузиться, отвлечься. А женщина, которая посвящает свою жизнь воспитанию детей, это просто героиня, это колоссальный труд.
Нармин, в чем ваш секрет успеха? И какие бы советы, рекомендации вы могли бы дать мне и нашим телезрителям, которые хотят начать свое дело, какой-то бизнес открыть? Ну, я думаю, что прежде всего я хотела бы отметить, что я не считаю себя успешным человеком. Я думаю, что мне тоже есть чему поучиться. И, как часто бывает, не всегда те инструменты, которые мы применяем для реализации успеха наших клиентов, можно применить на себя. Но я думаю, что самая важная ключевая мысль, которую мне хотелось бы донести, о том, чтобы не бояться сделать первый шаг, но обязательно делать его не на горячую голову, не принимать эмоциональных решений, когда дело касается ответственности, дело касается бизнеса. Бизнес — это всегда большая ответственность. И для того, чтобы не выгореть раньше времени, находить силы после ошибок подняться, идти дальше, еще идти выше, сделать 2 шага назад, а 1 вперед, это оценить все риски, подойти к любому бизнес-решению или принятию решения об открытии и запуске бизнеса только на основе информации, которую ты получил, изучил, обдумал, проанализировал, получил фундаментальные знания, посоветовался, получил консультацию у людей, у которых есть опыт в том или ином вопросе, который применим к твоему делу. И только после этого можно начинать двигаться. Безусловно, есть самородки в бизнесе, в том числе мировые примеры, которые двигаются интуитивно, которые говорят о том, что у меня никогда не было никакого образования, никаких бизнес-консультантов. И вот я двигаюсь, как я считаю нужным. Это очень редкие исключения из правил. И не нужно ориентироваться на них, как на показатель, и считать, что я все знаю, я все умею, я все понимаю. Никогда не нужно пренебрегать советами, стараться искать людей, на которых ты можешь опереться. Их сейчас по-разному называют. Это могут быть бизнес-консультанты, эксперты, коучи. Но обязательно нужно найти своего человека, который поможет и направит, и поделится своим опытом. Я знаю, есть очень много людей, которые пытались открыть свой магазин или же кафе, но в процессе реализации своего проекта потерпели фиаско. Вот как преодолеть вот этот страх повторной неудачи? Я думаю, что в такие моменты нужно вспоминать великих ученых, как минимум, и великих бизнесменов, которые создали что-то, нечто великое. Например, как Томас Эдисон, который ни с первого, ни со второго, даже не с 100-го раза открыл электричество, подарил его человечеству, как Уолт Дисней, который получил огромное количество нескончаемых отказов перед тем, как построить величайшую империю в индустрии развлечений для детей. И это должно быть основой, когда ты понимаешь, для чего ты это делаешь. И когда это для чего-то, это больше, чем просто деньги, то тогда силы обязательно найдутся для того, чтобы попробовать еще раз или попробовать что-то другое, или попробовать это же самое, но только, может быть, немножко по-другому, а может быть, совершенно точно так же, потому что обстоятельства в прошлый раз могли сыграть против тебя. Поэтому самое главное — это не сдаваться, я думаю. Если ты все-таки сомневаешься, нужно ли тебе это, тогда, наверное, просто пойти другим путем, и в этом нет ничего страшного. Мы все пробуем себя в разных сферах, и, к счастью, сейчас мир несется на таких скоростях, что мы можем несколько профессий поменять за свою жизнь, и получить несколько образований, специализаций. И это здорово, потому что это в любом случае делает нас с каждым разом все более профессиональными, более глубокими личностями. И это, конечно, будет играть только в пользу для развития любого проекта. Нармин, спасибо вам большое за ваши ответы, за участие в нашей программе. Удачи вам! Спасибо вам большое, что пригласили, я была очень рада.